Завтра испытаем приманку гринфишинг, считай десерт, под названием карась. Утверждается, что плотва тоже ловится. Осталось проверить. Можно сказать, весна и до нас докатилась. 3 дня стояла температура плюс 5, максимально плюс 6 один день. Сразу появились лужи. Уже будь здоров. Еще мелкие лужи. 2 дня оттепели, это еще немного. Хоть и старается у нас чистить, все равно дорога стала интересной. Снег за 3 дня опустился на 21 сантиметр. Нормально. Вчера минус 12 было, сегодня вон минус 6. И минус 6. Нормально. Лужи капитально замерзли. Меня 120 килограмм весом держать стали. Ну что, вперед с приключением! Надеюсь, по насу! Так, ну что? Нифига себе! Это не ледосталь какая-то. Так, дай нам мне дорогу залезть. Какой он! Сопротивляется. Надеюсь, проеду. Так, рябчик у меня с дороги слетел. И сидит, меня разглядывает. Какой? Чует, что ли, что охота закрыта? Какой смелый стал. Как охота, так хрен их увидишь. Ну, давай, летай, что ли. Голоса даже не боится. До него метров 30. Давай! Эй, пупсик! Обнаглел народ. 0 эмоций. О, решила посмотреть, кто там кричит. Ладно, нам некогда развлекаться. Еду дальше. Как замечательно, когда стопорный сигнал выдернулся и собака остановилась. Так, что случилось? Сейчас посмотрим. Что меня сбросило так шустро? Вот блин. В нас мерзли капитально и решил их объехать. Наклон и плюс меня отбросило, будь здоров. Ну, ломайся давай. Нефиг тебе. Нефиг вам на дороге. Ну что, надеюсь, не так проблематично. Обратно будет ехать. Поразвлекались, полетали. Ну что, приятели, едем дальше? Наглый глухарь прямо по тяновозной дороге прошелся. Неужто легкая оттепель на лесной народ так повлияла? Глухарь тут протопал. Волочил как когти свои. Сильно ноги не подымал. Ух, вдоль моей дороги топал. Нормально. Но ясно дело, где есть, там и куница бегает. Разбегалась. Обычно по снегу она ноги парой ставит. Так пара бежит. Куница. Ну, ладно. Все повылазили. А вот здесь за куницей лисица побежала. Интересно, догонит или нет? Вообще-то куница не такой слабый боец. А вот это сильно не слабый заяц. Лапы такие широкие. И тоже по моему следу. А вот тут, судя по размерам следа, гуляли тетерева. И по размерам размаха крыльев гулял что-то, да еще подпрыгивал, что ли. Так, это что, он уже таковать, что ли, собрался?
И потопал дальше. Ого. Гуляки. Что-то живности сегодня много вылазило. Лесной народ решил, раз тепло появилось, значит и весна близко. И пошли гулять. Снег, в принципе, и до этого уплотнился. Но после оттепели 2 дней и легкого мороза снегоход вообще перестал тонуть. Парень, будь здоров. Ура! Вроде нашел! Так, нашел свое место. Вообще-то вот теперь к весне дело опасное. Грунтовые воды активизируются, они более теплые, могут сделать промоины. Что-то на промоины похоже. Мама мия, где мне слазить-то? Ай! О! Нет, конечно, откуда? Но с лыжами, думаю, держать будет. У меня сегодня задача испытать приманку карась. Лыжами практически не тону. Я не крутой вокер, поэтому боком спускаюсь. Так, тянется, тянется. Ой-ой. Чем хороши такие лыжи? Развернулся в воздухе, и можно в другую сторону. Это лесники, кто лес рубит, у нас придумал. Ну что, куда ты там? Так, обратно разворачиваемся. Ты, блин. За санями-то глаз да глаз нужен. Приближаемся к воде. Ну, японский бок. Ой, ну, мама я керу. Тут, наверное, лед замерзший. Ну что, боком? Ну что? Протоки нету, это плюс. Что ты, какую позу-то встал? В принципе, здесь можно и снегоходом спуститься. Едешь? Едешь. Тут была открытая вода. Круто. Вообще-то тут копьем надо идти. Здоровье надо беречь, в принципе. Нас-то держит на реке. Давай, с чувством расстановки. Ну, первая лунка. С комфортом ловить намного приятнее. Поэтому делаем сиденье. О. Все замечательно, кроме одного. Опарышей забыл. Так, что делать? На хлеб половить? Блин, как я опарышей-то забыл? Блин. Черт меня дернул в холодильник засунуть. Ну что, хлеб, давай. За родину. Так, рыбак приближается. А я сейчас на приманку. Опарыши менять буду. Базар откроем. Я смотрю, смело ходишь около промоин. Ну нахуй, лед вот такой. Лед-то меня лично не держит. Я легенький товарищ. 120 килограмм в одежде. Да вон открытая вода практически. Вон там не пробовал ловить. Там я приманку оставлял на дне. Не пробовал. Я удочки вообще не взял. Да ты что? Я крючочки ставлю, да налимники идут. Я-то что, в гости пошел? Я на рыбалку приехал, приманку посмотреть, так этих опарышей забыл. Ты легенький. Я тоже ни червей не взял, ни опарышей, вообще удочки не взял. Вот Крючки блин. поставлю, да и все.
Ну, аккуратно. Я как увидел тебя, думаю, дай это. У меня надежда появилась опарыши и пару штук выпросить. Не взял. Я крючки ставлю, да, сейчас пойду налимники проставлю. А. А на удочку что-то плохо ловится. Один день, говорит, пришел, вроде как нормально клевало. На второй день туда же пришел, как все умерло. Там тоже эту рыбу хрен поймешь. Она то клюет, то не клюет. Так. А если у тебя опарышей нет, как ты тогда начал? А я хлеб комкал. И что, ловится что-то? Так я 5 минут ловлю. Ничем, Сергей, тебе помочь не могу. Нету ни опарышей, ни червей. Я на обед себе кильку взял. Килька балтийская, обжаренная в томатном соусе. Интересно, плотва ее обожает? Будет обожать? Так не знаю, килька-то падать, наверное, будет. Не знаю. Как только рыбаки не развлекаются. Все-таки хлеб не особо как приманка идет на крючок. В воде он разжижается и спадает. Вроде поклевок не было, он время от времени исчезал. Уменьшал, падал. Хлеб, короче, не то. А баночная килька вообще не захотела держаться на крючке. Ну, приготовлены заранее приманку. Полностью спустим. И мне его таскать. Привлекутся и подождут меня. Давай. Да, я на реке. Сейчас домой поеду. Я опарышей забыл. Так, для развлечения, по сути дела, только съездил. День к концу, нам бы доехать. Вроде только 3 дня относительно тепло было. И верба расцвела. Вот что значит сила жизни. Так, веревка оборвалась. Вот, блин. Ну, придется спускаться, что сделать. Но против таких случаев у меня железный способ. Бантик. Попытка номер 2. Ну что, подтащим. Наверху, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Ладно, не последний. О, так, ну что, поднялись, подтащили. Я тут на ружье сдавал и между делом на рыбалку все ездил. И рыбалка у меня сикость-накость идет. Сегодня опарышей забыл, приехал, блин. И как потом? Пробовал хлеб. Хлеб он в легкую падает. Потом у меня килька была, думаю, дай кильку попробую. Банку вскрыл, не пожалел. Блин, килька еще быстрее, чем хлеб падает с крючка. Так что-то попалось, съел вообще? Смеешься? Ничего не попало. Ну, наши рыбы, патриоты, это самое, не хотят на синтетику кузнечиков переходить. Да-да-да. Это на Западе там в легкую там на кузнечиков переходят, а у нас мясо давай, блин, редиски. На лыжи в сани погрузил, значит, до мотора мне надо дойти, не провалиться. На коленях не проваливаюсь, почему-то, не знаю. Поехали! В лес уехать намного легче, чем доехать до сарая. Да, крутые времена дороги наступают.
Согрелся выше головы.